Здравствуйте! В эфире «Реальная экономика», в студии Тимур Бекмурзин. Это прекрасно, когда есть повод для оптимизма, когда прогнозы обнадеживают. И что особенно важно, прогнозы эти основаны не просто на ожиданиях, вере в лучшее, а на реальных фактах, на цифрах и тенденциях. Сегодня практически все эксперты сходятся во мнении, что Россия окончательно отошла от коронакризисного шока. И более того, наша экономика от стадии адаптации и восстановления перешла к стадии устойчивого роста. И это уже не просто благоприятный сценарий, а вполне реальный. Российская экономика может вернуться к докризисным значениям уже в третьем квартале этого года. При этом эксперты-экономисты констатируют, Россия прошла пандемию в целом более чем достойно, по крайней мере, лучше ряда государств. В текущем году ВВП страны вырастет на не менее чем 3%. В Министерстве экономического развития страны прогнозирует увеличение объемов экспорта почти на четверть, рост реальных доходов населения на 3%, а также снижение безработицы до 5,2%. В то же время инфляция, по оценке ведомства, в 2021 году составит 4,3%. Сейчас уже можно сделать короткий экспресс-анализ того, как Россия выходила из сложной ситуации. Первое. Экономике пришлось нелегко. Падение цен на нефть, ослабление рубля, разгон инфляции, наконец, пандемия COVID-19. Все эти факторы привели к спаду реального ВВП на уровне 3,6% по итогам 2020 года. Падение могло быть еще более чувствительным. По мнению некоторых экспертов, за нас в данном случае сыграла не такая большая, как в других странах, доля сектора потребительских услуг, который наиболее пострадал из-за коронакризиса. И тем не менее, год 2020 доказал устойчивость российской экономики к внешним шокам. Падение цен на нефть и пандемия оказали значительное, но не критичное влияние на такие ключевые индикаторы, как инфляция, бюджет и курс рубля. И надо быть справедливыми и объективными. Такие результаты стали возможны, в том числе благодаря фундаменту, созданному в предыдущие годы, самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, здравоохранении и науке. Второе – это уже не просто российский, а мировой тренд. Пандемия наглядно показала, что рынок адаптируется к глобальным изменениям, и многие сферы становятся более прибыльными именно во время кризиса. Так, в этот период еще более популярными стали такие направления, как IT-сектор, онлайн-торговля и онлайн-развлечения, информационная безопасность. Ну и третье – тенденция, которая прослеживалась и ранее, но пандемия, безусловно, стала дополнительным стимулом. Мы уже как-то упоминали в выпусках нашей программы, что падение мировых цен на углеводороды может стать стимулом для создания перерабатывающих производств в России. Известная статистика: спрос на нефть в мире в ближайшие 5 лет будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год. Тогда как на продукцию переработки будет увеличиваться ежегодно на 4%. Во многих странах ориентируются на полный запрет одноразового пластика и замкнутые циклы переработки полимерной продукции. Это тоже современный тренд. Что это означает в контексте развития той же экономики России и Татарстана? На мой взгляд, то, что мы уже наблюдаем последние лет 10-15, но, безусловно, эти процессы станут заметно ускоряться. Россия и ее стратегический топливно-энергетический комплекс меняет курс развития. Проще говоря, наша стратегия отныне не нефть и газ, а химия и нефтехимия. Никому не надо объяснять, что для Татарстана это также отличная перспектива, учитывая темы развития этих отраслей и объемы инвестированных средств. Один из лидеров отечественной химии, объединение «Казань-Оргсинтез», вышел на траекторию устойчивого развития. Из-за дел прошлых лет инвестиции в модернизацию производства начинают приносить результат. Пандемия постепенно сходит на нет, спрос восстанавливается, а модернизированные производства остаются и уже сейчас дают эффект. Смотрите в этом выпуске «Реальной экономики». Новые тренды развития в мировой и российской химии и нефтехимии в обзоре реальной экономики. Казань-Оргсинтез, 60 лет лидерства, новейшая история развития компании. Реальные инвестиции в нефтехимии, как они работают и какой приносят эффект, расскажем и покажем в программе «Реальная экономика».
Что мы имеем на текущий момент? Да, расслабляться нельзя, да, удар по экономике из-за пандемии был нанесен серьезный, но главное, мы выстояли. И более того, как мы уже отметили, наша экономика прошла кризис лучше, чем в среднем другие страны, и продолжает восстанавливаться. При этом снижение экономической активности у нас впервые за многие кризисы оказалось ощутимо меньше снижения ВВП, и мы справедливо ожидаем, что инвестиции восстановятся до докризисного уровня уже в этом году. Какие отрасли могут стать своего рода локомотивами роста нашей экономики? Опять же, повторимся, не надо сбрасывать со счетов ТЭК. Нефть и газ по-прежнему наше важное конкурентное преимущество, но здесь нам важен не сам рост как таковой на основе благоприятной конъюнктуры цен или чего-то еще. Нам сейчас важно качество роста, о чем сейчас часто говорят многие эксперты. В этой связи особое место и значение приобретают такие отрасли, как нефтепереработка, химия и нефтехимия, IT-сектор, фармацевтика. Все это отрасли, которые по факту уже являются локомотивами роста и, более того, придают ему совсем иное качество. Давайте повнимательнее посмотрим на то же химическое производство. Начнем с того, что сегодня это один из наиболее устойчиво развивающихся секторов экономики России и мира. По данным Росстата, объем производства большой химии без учета фармацевтики вырос на 7,2% в 2020 году, что стало одним из самых высоких показателей за последние десятилетия. Причем положительная динамика непрерывно наблюдается на протяжении последних 11 лет. Татарстан уже давно подхватил эти волны успеха, и с каждым годом его предприятия-лидеры, такие как «Казаньоргсинтез», только укрепляют позиции на рынке. О том, как проходило преобразование региона из условно нефтяного в республику большой нефтехимии и нефтепереработки, и какую роль в этом сыграли предприятия-лидеры, такие как «Казаньоргсинтез», в нашем репортаже. Татарстан всегда был регионом с развитой и относительно сбалансированной структурой промышленности. Даже в советский период, когда из наших подземных кладовых извлекали нефть миллиардами тонн, скорее экономика Советского Союза формировалась по классической ресурсной модели. А советская Татария никогда не была только нефтяной республикой. У нас было мощное машиностроение и химическая промышленность. КАМАЗ, Казаньоргсинтез и Нижнекамск нефтехим. В новейшую историю России Татарстан вошел как регион самодостаточный, который умело использовал свои сильные стороны, в том числе и наличие сырьевых ресурсов. По итогам 1999 года в структуре промышленности превалирует топливная отрасль – 32%. На химическую и нефтехимическую отрасль вместе с энергетической приходилось 27,7%. Доля машиностроения и металлообработки – 20,3%. Пищевой промышленности – 8,7%. Причем уже тогда удельный вес обрабатывающих производств существенно выше, чем сырьевой сектор. Впоследствии эта тенденция заметно усилилась. Так, по итогам 2010 года на добычу полезных ископаемых приходилось уже меньше 30%, а на совокупную сферу обрабатывающих производств около 62%. А это уже более подробная структура промышленности республики по итогам 2020 года. Добыча полезных ископаемых 21%, 36% химия, нефтехимия, нефтепереработка и энергетика, 20% другие производства, 15% машиностроение и 8% пищевая промышленность. Что дает такая доля сектора обрабатывающих производств и особенно химии и нефтехимии? Прежде всего, устойчивость экономики Татарстана, которая проявилась в том числе в трудный период пандемии. Любой продукт высокой переработки, он имеет меньше колебания ценовые, чем, соответственно, исходное сырье. Это факт. Можно просто аплодировать, что после кризиса 2008-2009 года были сосредоточены значительные усилия на построение нефтепереработки, на усиление именно нефтехимической составляющей. Были сделаны огромные инвестиции в эти сферы, и сейчас мы имеем в республике 2/3 нефти перерабатывается от добываемой. И это значительно снизило нашу уязвимость в плане обрушения
мировых рынков нефти. Нефтехимия и химия Татарстана, ее мощный рост, поступательное развитие таких объединений, как Казань-Оргсинтез, наиболее убедительный пример того, как можно и нужно грамотно использовать свое преимущество, уникальную сырьевую базу. И хотя есть определенная положительная динамика роста химической индустрии в стране в целом, нельзя сбрасывать со счетов и ряд факторов, которые тормозят наше развитие. Вместе с нашими экспертами мы составили список общих для всей индустрии проблем. Итак, что же мешает более активному росту химической промышленности России? Все еще высокая степень износа оборудования. Эту проблему надо решать быстро. Пример показывают многие предприятия в Татарстане, тот же Казань-Оргсинтез. Недостаточное использование существующих мощностей. Использование устаревших технологий обусловлено недостаточностью научных исследований и слабым внедрением инноваций. Зависимость от импортных поставок сырья и его компонентов. Низкий уровень спроса на химическую продукцию внутри страны. Недостаточный уровень внедрения цифровых и нанотехнологий. Вместе с тем, проведенный специалистами анализ показывает достаточно высокий потенциал для дальнейшего развития химической индустрии. Важными и благоприятствующими факторами для этого являются значительная емкость российского рынка с дальнейшей перспективой ее развития, рост общемировой потребности в химической продукции. На химической карте России есть предприятия, которые служат примером, ориентиром для других. Казань-Оргсинтез, безусловно, одно из таких химических производств. ПАО «Казань-Оргсинтез» – крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, единственный в России производитель поликарбонатов, севелена, а также бисфенола А, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации. Имеет стратегическое значение для развития экономики Татарстана. Производит более 260 видов продукции, в том числе 24% от всего российского полиэтилена. Является его крупнейшим экспортером и 100% всего российского поликарбоната. ПАО «Казань-Оргсинтез» является единственным в России производителем металлоценного линейного полиэтилена низкой плотности, являющегося в настоящее время одним из наиболее востребованных видов полиэтилена. В 2020 году ПАО «Казань-Оргсинтез» присоединилась к ассоциации PS100+, которая объединяет лучших мировых производителей полиэтилена трубных марок наиболее высокого качества. ПАО «Казань-Оргсинтез» успешно завершила второй этап модернизации первого, единственного в России, государствах СНГ и Восточной Европе завода поликарбонатов. Благодаря обновлению мощность производства увеличилась с прежних 65 тысяч тонн в год до 100 тысяч тонн в год. Когда говорят, что Татарстану во многом повезло, что именно у нас в свое время было принято решение построить гиганты советской, а затем и российской промышленности, КАМАЗ в Набережных Челнах, Нижнекамск нефтехим в Нижнекамске, Казань-Оргсинтез в Казани, я с этим могу согласиться лишь отчасти. Во-первых, посмотрите, сколько таких гигантов кануло в лету в других российских регионах. Можно долго и нудно перечислять, а Татарстан не просто бережно сохранил, но и дал новую современную жизнь этим предприятиям, интегрировал их в глобальные рынки, модернизировал производство. А во-вторых, сколько абсолютно новых заводов, производств возникло рядом с этими предприятиями-лидерами. Да и потом, тот же Казань-Оргсинтез сегодня – это самое современное и передовое объединение химической промышленности со своей богатой историей и славными традициями. Но при этом новые корпуса, практически полностью обновленная производственная инфраструктура, склады, цеха, лаборатории. Если брать новейшую историю Казань-Оргсинтеза, то это история постоянной модернизации и обновления. Подробнее об этом в продолжении нашей программы. Нефтехимия и химия по-прежнему приоритетные направления и главные точки роста в промышленной политике Татарстана. Да, пандемия оказала свой негативный эффект, но сегодня экономика восстанавливается, а вместе со спросом и деловой активностью улучшаются и показатели на наших ведущих предприятиях. За нас сыграл и тот факт, что такие стратегические объединения, как Казань-Оргсинтез, сохранили работоспособность и коллективы и ни на один день не прекратили свою деятельность. Этого удалось достичь за счет солидного запаса прочности, созданного за предыдущие годы развития компании. С середины нулевых годов Казань-Оргсинтез развивается мощно и поступательно благодаря огромным инвестициям и программам модернизации, которые проводились и проводятся на регулярной основе. Это более чем оправдано. Современное химическое предприятие требует постоянного совершенствования. Для ПАО «Казань-Оргсинтез» обновление существующих и освоение новых технологий – одна из приоритетных задач. Завод бисфенола А, например, в данный момент вводит новые технологии производства изопропилбензола. Собственно, его производство на Казанском Оргсинтезе было открыто еще в 1964 году. С тех пор, несмотря на обновление оборудования,
сам технологический процесс сохранялся и оставался довольно энергозатратным. Кроме того, в процессе производства образуется большое количество побочной продукции из сточных вод. Поэтому одним из самых масштабных мероприятий на заводе бисфенола А последних лет стала реконструкция производства изопропилбензола с переходом на циолитную технологию алкилирования. Примечательно, что все работы ведутся в условиях действующей старой установки, дополнительного останова производства не происходит. Все переключения на новое производство запланированы только на период плановых остановочных ремонтов. Программой развития действующих производств ПАО «Казань-Оргсинтез» предусмотрена также модернизация производства полиэтилена низкого давления. В данный момент на заводе по производству полиэтилена низкого давления идет обновление одного из 3 реакторов. Реактор Б – последняя необновленная установка из 3 имеющихся. Первые 2 реактора были реконструированы в 2004-2006 годах. Программа модернизации предусматривает масштабную замену оборудования реактора Б, а также его оснащение системой рекуперации газов. Он был введен в эксплуатацию в 1983 году. Проектная мощность его составляла и составляет на сегодняшний день 70 тысяч тонн полиэтилена в год. Предстоящая модернизация предполагает полную масштабную реконструкцию всей линейки полимеризации без изменения геометрических размеров самого реактора. В этом заключается особенность данного проекта, уникальность даже, я бы сказал. То, что без изменения самого объема реактора мы увеличиваем производительность более чем в 3 раза. После обновления установки предприятие сократит количество выбросов продуктов горения на 210 тонн в год. Нововведение позволит также возвращать технологический процесс более 8,5 тысяч тонн углеводородных газов, а также не направлять их на факел. Масштабные изменения произошли и на ключевом производстве «Казань-Оргсинтеза» на заводе этилена. 2015 год здесь ознаменовался строительством 2 новых печей пиролиза производства этилена-100, а также строительством узла КЦА для производства чистого водорода комплекса этилена-200. В связи с дефицитом этанового сырья было принято решение о модернизации цехов завода этилена для переработки альтернативного сырья пропана. Параллельно с этим проводилось строительство и комплексное опробирование 4 новых печей пиролиза компании «Технип» комплекса этилена-200, которые способны заменить 10 старых печей, отработавших почти 40 лет. Грамотное совмещение этих 2 проектов позволило повысить эффективность производства по этилену до 640 тысяч тонн в год, пропилена до 53 тысяч тонн в год и увеличить мощности по переработке сырья этана до 750 тысяч тонн в год и пропана до 200 тысяч тонн в год. По результатам 2019 года выработано 608 тысяч тонн в год этилена и пропилена 44 тысячи. За последние 15 лет в ПАО «Казань-Оргсинтез» при поддержке группы компаний «Таиф» было обновлено 70% производственных мощностей. Стратегия технического перевооружения и строительства новых производств ПАО «Казань-Оргсинтез» основывается на использовании наилучших доступных технологий. Это позволяет не только обеспечивать технологические процессы, снижать себестоимость продукции, увеличивать конкурентоспособность. Результатом такой работы становится уменьшение и негативного воздействия на окружающую среду. Как это работает, расскажем прямо сейчас. Много зелени, ухоженные дорожки, цветы, свежий воздух, чистые струи фонтана. И только ненавязчивый производственный шум говорит о том, что это не загородный санаторий. Так выглядит территория очистных сооружений ПАО «Казань-Оргсинтез». Именно здесь проходит очистка промышленных стоков огромного предприятия. Большая программа модернизации водоочистных сооружений «Казань-Оргсинтез» была начата в 2017 году. За прошедшее с этого момента время был введен в действие целый ряд обновлений. «Казань-Оргсинтез» идет в авангарде аналогичных производств не только в Республике Татарстан, но и во всей России. Одним из первых в стране казанское предприятие реализовало крупный проект по микрофильтрации дождевых вод. Это позволяет «Оргсинтезу» каждый час возвращать в технологии собственных производств до 600 тонн воды. Следующая точка нашего маршрута – реконструированные биологические очистные сооружения, иловые и шламовые площадки. Именно с них в 2017-м начался отчет работы по новому цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод Казанского Оргсинтеза.
Насколько безвредна окружающая среда, об этом говорит сама природа. Стоит только осмотреться вокруг. На территории очистных сооружений, где ежечасно перерабатывается сотни тонн отходов химического производства, вольготно чувствует себя пышная зеленая растительность. Местный водоем, где отстаивается очищенная вода, уже несколько лет как облюбовали утиные семейства, и даже зайца удалось встретить в нашей съемочной группе. Говорят, они здесь нередкие гости. А это финальная точка очистки, если можно так выразиться. Это то место, где очищенная вода уходит в реку Волга. Эти стоки нормируются законодательством по 16 показателям, и по 15 из них требования жестче, чем к питьевой воде, которые предъявляются по Санпину. Только вдумайтесь, в Волгу с оргсинтеза идет вода практически чище, чем та, что течет из наших кранов дома. Один из важнейших пунктов экологической программы – это снижение вредных выбросов в атмосферу. Сегодня на территории предприятия функционирует 6 горизонтальных факельных систем. И любое производство этилена, полиэтилена низкого или высокого давления связано с их эксплуатацией. Начиная с 2004 года Казань-Оргсинтез начал масштабную работу по модернизации оголовков факельных систем. И сейчас это позволяет утилизировать газообразные выбросы и таким образом существенно снижать негативные воздействия. Они служат гарантом безопасности с точки зрения как промышленной безопасности, так и экологической безопасности. Если бы они не функционировали, то есть вред окружающей среде был бы намного больше. И вот с 2004-го где-то в течение 10 лет была модернизация оголовков факельных систем, то есть подача пара была предусмотрена. С 2015 года мы заменили пар, то есть добавили еще воздух для более полного обеспечения бездымности сжигания углеводородных газов. Еще одно новшество, которое помогает Казань-Оргсинтезу в борьбе за экологию – установка факельной системы закрытого типа, которая работает на заводе бисфенола А. Она предназначена для безопасного сжигания смолистого остатка. Позволяет утилизировать как жидкие отходы, порядка 4000 тонн в год первого класса опасности, газообразный издув, без видимости пламени, горения, без шума. Достаточно очень эффективная установка. Казань-Оргсинтез является активным участником проекта по сохранению и предотвращению загрязнения Волги. Для этого в компании разработали план мероприятий по улучшению экологического состояния реки на 2018-2025 годы. Они касаются не только сокращения загрязнения сточными водами, уменьшения водозабора, но и внедрения нового метода обеззараживания воды. От токсичного хлора на предприятии отказались, заменив его низкоконцентрированным гипохлоритом натрия, и делают его из обычной поваренной соли. Важной частью работы предприятия стало и сокращение энергопотребления. Для минимизации энергозатрат на Казань-Оргсинтезе уменьшили потребление энергоресурсов на единицу произведенной продукции и перешли на использование вторичных и возобновляемых ресурсов. В планах внедрение передовых технологий и оборудования с целью энергосбережения. День химика – главный профессиональный праздник в нашей республике. Конечно, тут со мной могут поспорить. А как же нефтяники или строители, которые также масштабно и ярко отмечают свои отраслевые праздники? Есть машиностроители, еще одна ключевая для Татарстана сфера. А как не вспомнить про работников сельского хозяйства? Ведь мы всегда с особым чувством чествуем наших аграриев на празднике урожая. И правильно, и так и должно быть, и все-таки День химика на отдельном счету. Тем более в последние годы. Почему? Много причин для этого, но назову только одну, наверное, самую показательную. Именно нефтехимики вместе с энергетиками и нефтепереработчиками сегодня вносят наибольший вклад в экономику Татарстана. Это один момент. А кроме того, в республике очень многое связано с химией. В Нижнекамске и в Казани, на предприятиях и в научных и образовательных центрах. Есть свои традиции отмечать этот профессиональный праздник широко, с чествованием ветеранов, ученых, действующих работников предприятий. О том, как в этот раз День химика прошел в Казани, в репортаже «Реальной экономики». День химика – праздник для Татарстана и Казани особый. Казань-Оргсинтез – предприятие с историей и традициями, где многие десятилетия работают люди, для которых химия стала главным призванием, любимым делом, а родной завод фактически и вторым домом. И как приятно, когда твои профессиональные качества, заслуги оцениваются по достоинству. Не только хорошей оплатой за труд, но и поощряются морально. Для любого профессионала и человека это важно. По традиции к Дню химика отличившимся сотрудникам Казань-Оргсинтеза вручают награды.
звание заслуженных химиков, почетные грамоты и благодарственные письма акционерного общества «Таиф», а также российских и татарстанских министерств. Казаньоргсинтез всю свою историю был одним из самых надежных и устойчивых предприятий в экономике Татарстана. Его сотрудники всегда чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И я хочу пожелать вам, чтобы эта уверенность никогда не покидала вас. От лица руководства группы «Таиф» работников Казаньоргсинтеза поздравил Айрат Шагабуддинов, заместитель генерального директора АО «Таиф» по корпоративному управлению, собственностью и инвестициям. Вы связали свою судьбу с отраслью и являетесь главной точкой роста экономики Республики Татарстан. Работники химической промышленности всегда отличались большим трудолюбием, ответственным отношением к делу и преданностью своей профессии. На Казаньоргсинтезе трудятся настоящие профессионалы своего дела. Необходимо отметить слаженную профессиональную работу трудового коллектива и исполнительной дирекции. В подтверждение этому успешной реализации многих современных инвестиционных проектов, серьезные финансовые результаты Казаньоргсинтеза. Также для сотрудников предприятия подготовили насыщенную праздничную программу. Гостей праздника концертными номерами радовали хореографические и вокальные коллективы города. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век».